Главные новости республики на ТНВ. У семьи Ахметовых дом полная чаша. 12 голов дойных коров, с десяток бычков, а еще есть овцы, куры, гуси, утки. Всей живности не счесть. Предстоящую весну Ахметовы ждут с противоречивым чувством. С одной стороны, грядет приятное событие, пополнение в хозяйстве, начнется отел коров. С другой стороны, вновь придется ломать голову, каким образом всю скотину разместить в единственном старом сарае. Ну, мы вот хотели, чтобы немножко, если бы нам помогли, мы бы чуть-чуть побольше сделали помещений. Потому что вот у нас сейчас начнется отел, уже мы начинаем думать, куда нам телят, куда нам родильное отделение сделать. И получается, у нас место немножко впритык. В 2016 году Ахметовы подавали заявку на строительство новой фермы. Все документы были подготовлены заранее. Завезли строительные материалы, заложили фундамент. Все, как того требуют правила, для получения государственного гранта, который 2 года тому назад составлял 120 тысяч рублей. Однако в самый последний момент санэпидстанция всю работу зарубила на корню. Ахметовы говорят, что им не одобрили проект, так как он якобы предусматривал строительство мини-фермы на 50 голов. Откуда контролирующие органы взяли такие цифры и несуществующее стадо, так до сих пор и не поняли. Санэпидстанция почему-то нам выдала заключение на 50 голов. Мы даже им сказали, где 50 голов посередине деревни, кто будет держать. Это нереально. Мы им сказали, что программа на 8 голов. У нас даже бумажка была на сельхозуправлении, и все сделано было. И вот они нас почему-то заключение сделали на 50 голов. Санэпидстанция. Мне это было очень удивительно. Такой отказ со стороны санэпидстанции, по сути, повлиял на всю районную статистику. Сегодня в Елабужском районе нет ни одной мини-фермы. Если бы она появилась хотя бы у Ахметовых, то районным чиновникам не пришлось бы краснеть перед президентом. Вот Актанышский район, где уже 31 мини-ферма, Арский район 22, Мамадышский, Черемшанский. Но вот Елабуга вообще нет ни одной мини-фермы. Поэтому эта тема, она всегда будет под нашим контролем. Мини-фермы – это, по сути, новая, весьма перспективная форма для развития личного подсобного хозяйства. Представим, что у вас из года в год увеличивается стадо, а вот условий для содержания, будь то коров, кроликов или птицы, нет. Так вот, государство готово вам дать безвозвратные средства для строительства нового помещения для животных. То есть дать денег не взаймы, а безвозмездно. По закону, если в вашем хозяйстве стало от 2 до 5 голов больше, то на строительство новой мини-фермы вам могут выделить 200 тысяч рублей. В прошлом году эта сумма составляла всего 120 тысяч рублей. Если увеличение стада составляет от 5 до 8 голов, то сумма государственной поддержки будет уже 400 тысяч рублей. Но вся эта помощь будет оказана при одном условии – 50% будущего здания должно уже быть построено. То есть фундамент мини-фермы должен уже стоять. Так как же работает программа государственной поддержки? Цифры говорят сами за себя. Личных подсобных хозяйств в республике 450 тысяч. Каждая может претендовать на расширение. Но за последние 3 года в Татарстане были построены всего лишь 1500 мини-ферм. То есть капля в море. Возможно, не каждому хочется заниматься развитием своего дела. И, возможно, не каждый и должен этого делать. Но тут надо учесть и тот факт. А сколько было еще таких же, как Ахметовы, реальных претендентов, получивших реальный отказ? А вот такая статистика отнюдь не ведется. На местах сами главы муниципальных районов, их закрепленные исполкомах, если они более чутко реагировали вот на те проблемы, у которых вот появляются подобные проблемы, их можно точно решать, конечно. Но для этого надо знать судьбу каждого. Надо интересоваться постоянно, системно и жить вместе их проблемами. По словам министра сельского хозяйства Марата Ахметова, каждый такой случай должен стать поводом для серьезного и обстоятельного обсуждения. Тем более, что ситуация в районах сложилась весьма неоднозначная. В Татарстане идет снижение поголовья скота в личных подворьях. И это несмотря на то, что в республике ежегодно выделяется более 2 миллиардов рублей на поддержку личных подсобных хозяйств. Только на содержание коров выделяет по 3000 рублей на каждую голову. И даже при таких, казалось бы, благоприятных условиях
люди не хотят держать скот. Сокращение происходит даже в таких, казалось бы, сельскохозяйственных районах, как Муслюмовский, Рыбно-Слободский и Сабинский. Только в этих 3 районах поголовье коров уже сократилось более чем на 400 голов. Понятно, у нас есть проблемы там с банкротными сельхозпредприятиями, когда мы теряем поголовье. Но вот как объяснить вот эти вопросы? Каким образом это компенсировать? Я думаю, надо компенсировать за счет тех домохозяйств, которые сегодня хотят расшириться. Какие-то, может быть, другие причины есть. Надо вот внимательно изучить эти вопросы. Низкая цена сельхозпродукции. И вопрос даже у нас встает, куда это сбыть, эту продукцию, если и вырастили. И отток молодежи идет от села, потому что взрослеет население на селе, как бы молодежь уезжает. У меня yurtlarda бар ма сыерлар? Бар. Бу йортта безнең бер сыер тоталар. Бу йортта 2 сыер. И аннары тагын бузаулар, үгезләр тоталар күп иттербинде, күп санда. Село Старый Юраш считается весьма крепким. Скот в этой татарской деревне всегда держали. Сегодня здесь на 188 домов более 300 голов коров. И это считается хорошим показателем. Однако глава сельского поселения озабочен тем, что за последние годы желающих увеличить поголовье скота больше не становится. Еще пару лет тому назад народ начал активно заниматься животноводством. Тогда цена на молоко доходила до 24 рублей за литр. После падения цены до 17 рублей этот порыв сразу угас. Файда калмый, файда. Барыбер любой ишнең бит файдасы да булырга тиеш. Менә ничектер барыбер 20 сумнан да ким булмау кирәк. Рецепт тут очевиден, а экономика простая. Для того, чтобы люди в деревне держали скот, развивали личное подсобное хозяйство, создавали мини-фермы, нужно-то всего ничего. Адекватно оценивать их труд, чтобы ежедневные хлопоты приносили стабильный доход. Тогда и в доме под названием «Государство» будет полная чаша. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.